Пассажирские перевозки по городским и междугородним маршрутам. Скидка 10% до 30 сентября. Манзара Транссервис. Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как мужчина нарушил правила движения на сумму, сопоставимую со стоимостью его автомобиля. У меня из-за трудности финансового положения я не смог оплатить вовремя штрафы. Водитель электросамоката забыл о правилах. В итоге пострадал сам и его 6-летний пассажир. И покажем незаконную добычу полезных ископаемых в Приволжском районе Казани. В настоящее время один из обвиняемых свою вину признал. Несколько лет их покрывал сотрудник Министерства экологии. Все это и не только. Прямо сейчас. Нарушил правила движения на сумму, сопоставимую со стоимостью автомобиля. Будучи нетрезвым, мужчина 3 раза садился за руль, причем последние 2 уже будучи лишенным водительского удостоверения. Это только когда был пойман автоинспекторами. Крупные штрафы за это не платил и сегодня получил еще один за просрочку. Кроме того, иномарку мужчины арестовали, и он рискует больше ее не увидеть. Айрат Назипов поговорил с должником. Надеюсь, никто так не будет поступать, и я понес свое наказание. Отпираться и отрицать свою вину водитель Део Нексия не стал. Мужчина раскаялся во всем и призвал остальных участников дорожного движения не поступать так же, как он. Хозяин узбекской иномарки был трижды пойман за пьяную езду. Помимо лишения прав, он получил штрафы на общую сумму 90 тысяч рублей. Оплачивать их он не спешил. У меня из-за трудности финансового положения я не смог оплатить вовремя штрафы. По скорому времени, побыстрее я все штрафы оплачу. Сегодня судебные приставы приехали за его автомобилем. Машину арестовали, чтобы продать, а деньги пустить на погашение долгов. Если, конечно, вырученной суммы на это хватит. Самого же владельца транспортного средства доставили в суд. За сильную просрочку в уплате штрафов ему выписали еще один в размере 60 тысяч рублей. Решением суда данный гражданин был приговорен также к административному штрафу в размере 60 тысяч. То есть штраф был удвоен. 10-ю часть мужчина все же оплатил, и сейчас общая сумма его долга составляет 135 тысяч рублей. Если в ближайшее время их он не заплатит, то расстанется со своим автомобилем. Дается срок в размере 10 рабочих дней, 10 дней, и если долг не будет погашен в полном объеме, судебный пристав исполнитель отправляет данную автомашину или имущество, принадлежащее должнику, на торги. В Казани, говорят судебные приставы, больше 1000 человек, которые точно так же могут увеличить свои долги и аналогичным образом рискуют расстаться со своим имуществом. Айрат Назипов, Фазлы Самигуллин, «Вызов 112». Авария с летальным исходом произошла сегодня ранним утром в Елабужском районе. На 1030-м километре автодороги М7 возле села Поспелово водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь со стороны Уфы в Москву, выехал на обочину, в результате чего столкнулся сразу с 2 автомобилями. Сначала владелец иномарки врезался в «Газель», а после ударил бензовоз с огнеопасным содержимым в цистерне. Утечки топлива удалось избежать. В результате ДТП скончался пассажир вероятного виновника аварии. Сам водитель Mitsubishi, гражданин Сербии, с тяжелыми травмами доставлен в Центральную районную больницу. 2-летний ребенок пострадал в аварии в Камско-Устинском районе. Тройное ДТП произошло на 33-м километре трассы Камское-Устье-Тиньки. По предварительной версии, водитель «Лады Калина» столкнулась с «Фольксвагеном», отчего иномарка вылетела в кювет. В свою очередь, отечественный автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался с автомобилем «Лады» 14-й модели. Помимо ребенка в аварии пострадала и 55-летняя женщина. 6-летний пассажир электробайка пострадал в дорожно-транспортном происшествии в Казани. Авария произошла на пересечении улиц Абсалямова и Чистопольская. Там 35-летний водитель электросамоката столкнулся с автомобилем Hyundai. По словам очевидцев, водитель скутера не уступил дорогу 21-летнему водителю автомобиля, приближающемуся справа. В результате ДТП водитель электросамоката с травмой правой голени был госпитализирован в больницу. Его 6-летний пассажир получил ушиб мягких тканей лобной области. Степень виновности каждого из водителей установят автоинспекторы. Воровали полезные ископаемые и причинили ущерб природе на сумму свыше 3 миллионов рублей. Сотрудники Управления экономической безопасности задержали разработчиков карьера в Приволжском районе Казани, где на протяжении 4 лет незаконно добывали песок. Операция проводилась совместно с Министерством экологии. Выяснилось, что среди его сотрудников были и те, кто знал об этом преступлении, но молчал за деньги. Подробности у Станислава Яковлева.
По версии оперативников, житель Казани незаконно добывал песок на протяжении 3-4 лет. Подходящий пустырь он нашел в Приволжском районе города, где с помощью спецтехники и наемной рабочей силы он и добывал природные ископаемые. Позже песок складировали поблизости, откуда и вывозили конечные покупатели. Предварительный ущерб, нанесенный окружающей среде, составил свыше 3 миллионов рублей. Кроме того, в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности при поддержке сотрудников из Министерства экологии установили, что с мая 2015 года по июль 2017 года бывший сотрудник Министерства экологии по поручению организатора группы неоднократно передавал в качестве незаконных денежных средств действующему сотруднику данного министерства денежные средства на общую сумму около 240 тысяч рублей. Деньги передавались не просто так. За это сотрудник Министерства экологии предупреждал разработчиков карьера о планируемых проверках. Деньги платили перечисления для конспирации с разных банковских карт. Незаконную деятельность по разработке карьера пресекли в июне этого года. Это была совместная операция оперативников Управления экономической безопасности, сотрудников Следственного комитета и Министерства экологии. В настоящее время один из обвиняемых свою вину признал. В отношении него судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое обвиняемых вину не признали. Судом по ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям. Это получение должностным лицом через посредника взятки в крупном размере, кража, совершенная организованной группой лиц и нарушение правил охраны окружающей среды. Подозреваемым уже предъявлено обвинение. Станислав Яковлев, Айрат Назипов и Азат Самигуллин. Вызов 112. Устроили кулачные бои на глазах у многочисленных очевидцев. В сети появилось видео, как несколько молодых людей выясняют отношения между собой, используя в качестве аргументов физическую силу. Инцидент произошел вечером в самом центре Казани на улице Баумана. Бой проходил в течение нескольких минут на глазах у десятков свидетелей. Стычку прервали лишь подошедшие на место полицейские. Тела 35-летней женщины и двух ее дочерей 5 и 9 лет обнаружили их родственники в частной бане. Страшная трагедия произошла в деревне Петропавловка Лениногорского района. По предварительной версии, мама вместе с детьми отравилась угарным газом. По данным следствия, потерпевшая с дочками и супругом приехала к его родителям копать картошку. Вечером женщина с девочками пошла мыться. Спустя несколько часов свекровь обнаружила их отсутствие, пошла в баню. Дверь оказалась заперта, после чего родственники выломали ее и обнаружили тела. Возбуждено уголовное дело. Симптомы отравления угарным газом – это тошнота, рвота, пульсация висков, нарушение ориентации в пространстве, головокружение, слабость, головная боль, сухой кашель. И если вы обнаружили у себя подобные симптомы, следует немедленно покинуть помещение бани, выйти на улицу и начинать активно дышать свежим воздухом. Для облегчения состояния можно выпить крепкого чаю. Внимание, розыск. Судебные приставы Зеленодольского района совместно с полицейскими ищут Иванова Ярослава Федоровича. Годовалого ребенка забрал его отец, местонахождение которого до сих пор неизвестно. На вид мужчине 30-35 лет, рост 170-175 сантиметров, телосложение среднее, глаза темные, бритоголовые, на лице имеется короткостриженная борода и усы светло-русого цвета. Особых примет не имеется. Передвигается на автомобиле Opel Insignia черного цвета с государственными номерами R969КМ. Может находиться вместе с ребенком в поселке Васильево. Всех, кто узнал разыскиваемых и знает об их местонахождении, судебные приставы просят обращаться по телефонам, указанным на экране. Свадебный конец, неудобные штаны и сложности в рыбалке. Все самое интересное мы собрали в рубрике «Сплошные проколы». Эта свадьба пела и плясала, но недолго, всего 15 минут. После этого канадские молодожены устроили настоящее побоище. Его участниками стали несколько десятков гостей. Что стало причиной конфликта, неизвестно. Однако жениха вместе с невестой под конвоем вывели наружу уже полицейские. Такую брачную ночь они вряд ли забудут. А этот бой закончился так же внезапно, как и начался. Собака и петух устроили серьезную драку на глазах у десятков очевидцев. Пес в начале поединка дал достойный отпор пернатому агрессору, но позже сдался и буквально с позором под смех и крики членов семейства убежал прочь. Девушка-спортсменка теперь будет тщательнее выбирать себе одежду для тренировок. Причина в резинке на штанах, которая порвалась во время занятия на тренажере. Подруга, снимающая ее на видео, такого явно не ожидала.
Борьба за жизнь до конца. Рыба, которая попалась на удочку, не собиралась сдаваться так быстро. Она сделала все, чтобы отправиться обратно в воду. Для этой цели ей пришлось победить рыбачку в буквальном смысле. Сергей Хайдаров, «Вызов 112». Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.